Коми введен особый противопожарный режим. Постановление об этом подписала первый вице-премьер правительства Лариса Максимова. Он предусматривает запрет на посещение лесов, за исключением случаев, когда с ними связана трудовая деятельность граждан, а также если места отведены под зоны отдыха. Связаны ограничительные меры, как поясняется, с сухой жаркой погодой. Запрещается также разведение костров, пал травы и мусора на территории дачных обществ и землях сельхозназначения. Быть в боевой готовности поручено органам местного самоуправления, подразделениям государственной противопожарной службы, а также добровольным дружинам. Все силы и средства должны иметь запас, а источники водоснабжения быть доступны и исправны. То, что не все на местах к этому относятся серьезно, на оперативном штабе по вопросу говорил главный государственный инспектор по пожарному надзору. На сегодняшний день до сих пор у нас по многим населенным пунктам, подверженных угрозе лесных пожаров, природных пожаров, не выполнены все предписания, не реализованы мероприятия по их защите. Еще раз проанализируйте вместе с главами поселений выполнение предписаний Госпожнадзора по населенным пунктам, подверженным угрозе природных пожаров, и добейтесь их выполнения. Никто с этим играться не будет. Но если что-то произойдет и природный пожар перейдет на населенный пункт, ответственность в первую очередь ложится на органы местного самоуправления. Мы, как специалисты, все рекомендации, все предписания в ваш адрес, в адрес глав поселений выданы. Нарушение особого противопожарного режима влечет за собой административную ответственность в виде штрафов. Также отметим, ранний период ограничений тоже действовал, но только на территории населенных пунктов. Согласно майскому постановлению, с 1 июня в 17 муниципалитетах с 15 под действие попал и Север-Усинск, Инта, Воркута. Жителям важно помнить, сбор грибов и ягод отныне также оказывается под временным запретом. В эти минуты очаги возгорания есть в 3 районах: в Троицко-Печорском и Удорском. Огонь локализован. В Сосногорском районе приостановить распространение пламени пока не удается. Он затронул уже более 13 гектаров леса. Причиной стала гроза.